На этих фотографиях веселый и жизнерадостный сын известной вышивальщицы Айше Османовой Эсат. Теперь эти фото и его видео близкие пересматривают по нескольку раз в день, чтобы поддержать друг друга. 23 июня к ним в дом пришла беда. В тот день 32-летний Эсат оказался в больнице с серьезной травмой головы после избиения. Приезжает его друг Энвер, привозит его сумочку и говорит: Айшета, там Эсат лежит на краю дороги, его там нашли, приехала скорая, его увезли в скорой. Езжайте туда. Поехала в Симферополь, и там сказали, что он в глубокой коме, и очень большой риск его оперировать, огромная гематома. Но врачи Саулсона ранее все-таки рискнули, и его начали оперировать, сделали трепанацию черепа. На тот момент я еще не знала, насколько это все сложно будет, какие будут последствия. Больше месяца Эсат Османов находился в коме на грани жизни и смерти. То есть мы каждый вечер, каждый день ожидали что-то страшное, что он не вынесет этой травмы. Гематома сдвинула центр мозга на 23 миллиметра, и левое полушарие было сдавлено этой огромной гематомой. Большие участки мозга поражены, которые не восстановятся. Поначалу семья считала, что Эсат попал в ДТП или его избили неизвестные. Но из записи камер видеонаблюдения оказалось, что травму ему нанес товарищ, у которого Эсат был в гостях. Его напарник по работе, ну и как бы друг, мы так думали. Мой сын пытается как-то его оттолкнуть от себя, а он снова подбегает к Эсату, чтобы его именно ударить. И в какой-то момент он ударил очень сильно ему, видать, в голову. Как врачи говорят, видать, он уже на ногах потерял сознание и просто вот так вот упал. Сейчас идет уголовное дело. Недавно Эсат Османов вышел из комы, но его состояние по-прежнему тяжелое. Он не двигается самостоятельно, не говорит, питается через зонд. Близкие постоянно находятся рядом с ним и радуются даже небольшим улучшениям в его состоянии. Сын сейчас дышит сам, смотрит, то есть открывает глаза. Начал даже последние 2-3 недели он начал следить за движением чего-либо, что перед ним движется. И даже где-то градусов на 30, 25-30 даже поворачивать голову, то есть шею. Для нас это большое достижение. Осознает ли, что он нас видит, что его окружает, мы не знаем, потому что нету никаких эмоций на лице. Аллахтан просим, чтобы все было хорошо, чтобы он как-то восстановился. У него 2 детей. 8 лет девочке Альяна и 6 лет мальчику Амир. 2 Этемос, чтобы он выздоровел. Я очень скучаю по его голосу. Очень хочу, чтобы он заговорил. Родные Эсата Османова не теряют надежды и делают все, чтобы он выздоровел и вернулся к нормальной жизни. Но ему предстоит длительная реабилитация, на которую в том числе необходимы большие финансовые средства. Семье Османовых нужна помощь всех неравнодушных.